ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Куда и когда? Эти два вопроса повисли в спертом воздухе маленького конференц-зала на 6-м этаже одной из городских гостиниц. Здесь аншлаг, яблоку негде упасть. В роли приглашенных звезд представители администрации. В зрительном зале жильцы 7 домов так называемого старого города. Это помещение люди арендовали на свои целковые для того, чтобы встретиться с чиновниками и узнать, почему их выгоняют из квартир в центре города в пригород. Правда, по документам Дальний, УРМЗ, Югор и Ветлосян – городские микрорайоны с развитой инфраструктурой. МГУ Ухта означает, что есть город центральный, это город Ухта, и вокруг него там другие населенные пункты, это ПГТ Шудаяк, ПГТ Ярига, Водный и иные. Вот эти вот поселки, как вы их называете, которые аэропорт, Югор, они по этому закону являются городом Ухта. Те, кто собрались в зале, напоминают представителям администрации о той самой инфраструктуре. В Ветлосяне 9-летняя школа, в Дальнем сады переполнены. И почти в каждом поселке из медиков один фельдшер. Да и в программе написано другое. В МГУ Ухта входит город Ухта и другие населенные пункты. Согласно плану, у нас переселение из аварийного жилья и в пределах того же населенного пункта. По мнению жильцов ветхого фонда, их бы могли переселить в пределах города. В Новоиностранном 6-м микрорайоне выделены земельные участки за номерами 12, 14, 15, 16 для строительства домов по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По каким причинам ни на одном участке не начато строительство? То, что люди имеют право как минимум на часть из перечисленных земель, они узнали на сайте торги.ком. Там разыгрывалась аренда на участки под номерами 12 и 16. Не в самом договоре, а в технической документации, предложенной к договору, прописано, что земельные участки предоставлены для переселения граждан из аварийного жилья. Аукцион состоялся, его выиграла некая фирма из Краснодара, но, увы и ах. Она должна была построить дома. Организации можно? Я вам точно не могу сказать. Она должна была построить за свои денежные средства дома для переселения. Но, к сожалению, строительство даже не началось. Фирма попросту канула в лету, но разрывать договор аренды с ней не спешат. Таких оснований, я так полагаю, нет, поскольку арендная плата вносится, и основанием для одностороннего расторжения в этом случае договоров аренды земельного участка может быть лишь неисполнение их условий. А земля пустует. Зато там, где ноги строителя не было уже добрых пару десятков лет, развилась бурная деятельность. Людей решили переселить не в новые дома, а в некогда замороженные многоэтажки в поселках УРМЗ и Ветлосян. Теперь их реконструируют. Назвали это популярным нынче словосочетанием. Будет не строительство по 3-му этапу, а будет долевое участие в строительстве. То есть земельный участок уже либо муниципалитету предоставлен уже давно, дом либо уже выстроен, либо уже на завершающей стадии строительства. Реакцию людей, которые имеют квартиры на улицах Семяшкина, Губкина и Первомайская, предугадать несложно. Именно предлагают дома в пригородной зоне, такие как УРМЗ, Ветлосян и аэропорт. Но даже проблема больше не в этом, а проблема в том, что эти дома, в общем-то, старые, их реконструируют. Дома по 30 лет простояли. Переезжать из одного ветхого в другое ветхое, не совсем замечательно. Но ничего другого на этом собрании людям не предложили. Куда? В долгострой на Ветлосяне. Когда? В самое ближайшее время. По словам жильцов ветхого и аварийного, крайним сроком для переезда им назначили канун Нового года.